Здравствуйте, в эфире «Место встречи» на телеканале «Регион». Сегодня гость студии Олег Николаевич Иванов, начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской области. Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Николаевич, 10 лет назад была создана ваша служба была создана в России, 10 лет вы уже работаете в Оренбургской области. Я так понимаю, наркоманию, наверное, победить за этот срок невозможно, да? Но что изменилось за эти годы? Конечно, за такой короткий, в общем-то, срок победить наркоманию невозможно, но все-таки мы вспомним, что 10 лет назад, в период создания службы, обстановка и в России, и в Оренбурге с точки зрения незаконного оборота наркотиков, немедицинского потребления, она была гораздо сложнее. Достаточно сказать, что начало 2000-х, каждый год рост количества потребляющих наркотики, это официальная цифра, составлял 20% в год. Количество у нас в Оренбурге было официально зарегистрированных около 10 тысяч больных и употребляющих. Из них 5 тысяч, половина, это были люди уже больные. Сегодня, по прошествии 10 лет, можно сказать, что распространение наркомании и рост и в России, и у нас в области, он приостановлен. Некоторая такая стабилизация наступила, хотя слово стабилизация, конечно, несколько мягкое, такое, потому что все-таки вопрос серьезный и ситуация серьезная. Если я начал называть цифры, то по итогам 2012 года на учете стоит чуть больше 7 тысяч больных и употребляющих наркотики, из них 2400 больных наркоманией. То есть получается больных снижение за 10 лет в 2 раза, наполовину меньше. А какие права имеют ваши сотрудники? То есть у вас поступает информация, что где-то на квартире, притон, вы можете прям, получая санкцию, или даже без санкций, прийти и проверить? Вся деятельность сотрудника полиции, нашей или наркополиции, или полиции, теперь Министерство внутренних дел, других сотрудников, она регламентирована законами. Прежде всего, закон о оперативно-розыскной деятельности. Там написано, конкретно перечислены те мероприятия, которые мы имеем право проводить. То есть каких-то особых прав у вас нет? Особых прав у нас никаких нет. Но, пользуясь теми же самыми правами, нам удается определенные результаты достигать и в силу того, что мы все-таки специализируемся на этом. И наработана серьезная практика выявления, расследования. Просто они, цифры тоже характерны. Изъято за 10 лет, мы просто подводили итоги, почти 2 тонны, только нашей службы, почти 2 тонны наркотических веществ и психотропных препаратов. Из них 770 килограммов героина. То есть это такие веса и такие за этим суммы стоят, которые сопоставимы с бюджетами некоторых субъектов федерации. Куда их дели? Как положено, по приговору суда есть процедура, она тоже прописана, уничтожаем. Олег Николаевич, и знаменитое это внесение поправок в законодательство, которое было уже в 10-е годы 21 века, именно исходило от вашей службы. Было много сломано копий по поводу того, что запрещать кодеиносодержащие препараты или нет, в связи с появлением этого нового страшного наркотика дезоморфина. Но тем не менее запретили, и вроде бы ситуация сейчас какая с этим злом, скажем так. Я все-таки назвал правоохранительное направление нашей деятельности. Есть другое в стратегии прописано направление, это профилактика. И третье еще лечение, реабилитация. С точки зрения и противодействия, и профилактики входит и совершенствование законодательства, внесение различных инициатив с точки зрения запретов различных, тестирований и так далее, с точки зрения, чтобы предотвратить все-таки спрос, снизить спрос на наркотики. Мы говорили о предложении, мы с ним боремся, а теперь еще и спрос. Так спрос, он как на рынке изучается. Мы помним буквально последние годы, помните, спайсы, курительные смеси, там 9-й примерно год, и вы хорошо помните, торговцы говорили, да это вообще легально, это вообще не вредно, и киоски были, продавали по всей стране, реклама и рекламы были, ужасно.
Хотя мы видели последствия, их фиксировали вместе с наркологической службой, когда и отравление, и смертельные исходы, и ущерб для здоровья. Поэтому внесено вот одно из, которое на слуху, это о запрете вот этих синтетических наркотиков, которые входят вот в смеси GVH, там 0,18, 250. Помните, мы вместе доказывали, что это необходимо. В 2010 году внесли запрет с 1 января 2011 года. Я могу сказать, что резко снизилось количество. Ну, вы видите, ларьков нет, значит, и смеси различные остались они на рынке, но они остались уже совсем на другом уровне, мы с ними боремся. Кодеиносодержащие препараты пришли на замену или вместо, значит, начали использовать наркозависимые, те легально продаваемые препараты в аптеках, содержащие малое количество кодеина, из которых дизоморфин, крокодил, много об этом говорилось. Изучили тему, опять внесли в законодательство рецептурный отпуск, не запрещение, а рецептурный отпуск кодеиносодержащих препаратов, имея в виду, что это не лекарственные препараты, они просто болеутоляющие, они не лечат, а загоняют болезнь внутрь. Могу сказать, вот после введения, а у нас в области, благодаря поддержке прокуратуры нашей областной, губернатора, законодательного собрания, вот рецептурный отпуск кодеиносодержащих препаратов был введен с 1 января 2012 года, а в стране с 1 июня. На полгода раньше. На полгода. Вот тоже мы смотрели цифры, за год сократилось количество потребления или продаж вот этих вот препаратов в 10 раз. Я помню цифру, 994 тысячи упаковок было продано в 2011 году, в 2012 91 тысяча. При этом ни одной жалобы, я подчеркиваю, от населения на то, что вот не могут приобрести препараты, чтобы там боль снизить, не было. Потому что параллельно были в продажу запущены препараты без кодеина, но болеутоляющие. Да? Но я просто скажу, что мы тем самым смогли предотвратить, ну, как минимум, вот просто навскидку 50 смертей. 50 цифры. Вот за прошлый год умерло от, ну, это официальная цифра, от передозировки, от наркотиков 8 человек. Хотя годом раньше было 43. Ну, 50 я условно сказал, конечно, 43. Хотя это все только вершина айсберга, потому что от последствий употребления, да, там понятно, гангрены, все на свете, там скрытые, да, наркомания, вот она все-таки гораздо, говорят, больше, и тут даже тяжело, наверное, как-то ее в общем-то, выявить. Но вы правильно сказали, что служба ваша была создана не только для того, чтобы бороться, но и как-то пытаться реабилитировать, да, вот тех, кто попал в зависимость, потому что, насколько я понимаю, человек, который один раз употребив, скажем, героин или еще какой-нибудь наркотик, он уже становится, один или два раза уже становится зависимым, а это люди потенциальные, в общем-то, клиенты, да, для преступников. И вот что делать с ними, как вот здесь вот ваша служба, чем этим занимается? Конечно, лечение это возлагается на Министерство здравоохранения, служба наркологическая, значит, работает и давно, и в своей степени достаточно успешно, но такой огромный вал и такое количество проблем, которые вот как раз уже в последние десятилетия, конечно, не позволяет говорить, что он справляется в полной мере вот со своими задачами. Поэтому сейчас по инициативе Федеральной службы наркоконтроля и Государственного антинаркотического комитета, который вот в это десятилетие был создан в 2008 году, возглавляет его директор нашей службы Виктор Петрович Иванов, вышли с инициативой, и сейчас поручено создать программу общереспубликанскую, это реабилитация, ресоциализация наркобольных. Смысл такой, что попал в поле зрения правоохранительных органов, других контролирующих органов за немедицинское потребление, то создать мотивацию, ну, где-то заставить, где-то понуждение, чтобы он шел, лечился,
но лечения этого мало. Дальнейшая реабилитация достаточно период, а следующая ресоциализация, то есть выходит человек после лечения, куда он пойдет? На работу не берут, значит, утрачены какие-то навыки и так далее, требуется дальнейшая с ним работа. Вот эта вся система, она сейчас прорабатывается, потому что в стадии сейчас проекта обсуждения. Но вот главная задача всех структур, наше Министерство здравоохранения, социологические службы, вот привлечь, запустить эту национальную, создать национальную систему реабилитации и ресоциализации, запустить это и привлечь к этой работе максимальное количество не только государственных структур, общественных, негосударственных, религии, волонтеры, потому что просто государство, конечно, с такой работой не справится, просто... То есть государство должно создать условия, да, ну и по возможности какое-то финансирование, конечно, да, содействие. Чтобы это... Олег Николаевич, ну и по традиции заключения, наверное, давайте назовем телефон, по которому люди могут позвонить, да, горячей линии, там, так сказать, наркоконтроля, да, телефон доверия. Да. Все 10 лет действует наш телефон доверия 770351, который по всем вопросам, правоохранительные ли службы, либо, значит, какие-то вопросы связаны с консультациями, профилактикой, значит, можете обращаться, сами не поможем, подключим специалистов, направим, поэтому 770351. Спасибо, уважаемые телезрители. Напомню, что гостем студии был Олег Николаевич Иванов, начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской области. Всего вам самого доброго, Олег Николаевич. До свидания. Спасибо, до свидания.